сегодняшнюю передачу мы посвятим тайнам слова «галгай». Значение, этимология слова «галгай», «галгай» и история происхождения данного слова. То есть, что является самоназванием народа Ингушии, как ингуши сами себя называют. Вот. Итак, сегодня у нас тема слова, этимология названия слова «галгай» и история возникновения данного слова. Как вы знаете, в любой источник открываете, вы научные публикации, журнальные статьи, газетные статьи, интернет, кишмя кишит, везде абсолютно этимология данного слова переводится как? То есть «галгай», «галгай» переводится как «жители башен» или «башни». Жители башни, везде. Это абсолютно везде так. Переводится. Теперь, действительно это или не действительно? Конечно, это, да, я забыл сказать, галгай это самоназвание ингушей, да, и галгайчи это Ингушетия, самоназвание. Вот, действительно это так. Конечно же, это абсолютно не так. Да ладно. Переводить слово галгай как жители башен, но это, как бы культурнее сказать, это в высшей степени безграмотность. Па-бам. Да, это, мягко говоря, в высшей степени безграмотность. Нету такого определения, нету такого названия жители башен. Это, ну, называя просторечино, это, ну, типичное колхозное выражение. Колхозное выражение. Если вот авторы этого перевода не знают ингушский язык, это очевидно, если они не знают русский язык, то обратитесь к русскому языку, к истории русского языка, обратитесь, там есть четкие, ясные ответы, так же, как они есть в ингушском языке, в более древнем ингушском языке, они есть. Обратитесь хотя бы, вы же учитесь на русском языке, русские школы заканчиваете, так обратитесь вы к истории русского народа, к русского языка, но там же есть четкие, ясные ответы. Зачем устраивать смехопанораму настоящую? Не нужно устраивать. Что означает слово «галгай» в переводе на русский язык? Дословно, да буквально, до каждого звука, до каждой молекулы. Как вам еще вот доходчиво объяснять? Вот наше упорство в неправильном, просто завидное, в плохом смысле завидное. Им 100 раз повторяешь одно и то же, они упорно стоят на своем, на неправильном, на глупом. Меня это просто поражает и раздражает. Поэтому, честно говоря, нету желания общаться с родными кавказцами. Ну, нету желания. Упрямство в плохом направлении зашкаливает воображение, зашкаливает просто. Что означает слово «галгай», «галга» в русском языке? Грамотно, литературно, грамотно, юридически правильно. Отвечаю. Вот я сейчас сам уже нервничаю из-за этой, извините, глупости. Как это называть? Наукой и научными работами язык не поворачивается. Как вы будете расследовать сложные темы, и тем более особо сложные, если вы не можете разобраться с элементарными? Это школьный уровень знаний, чтобы провести этимологию, дешифровку этого слова. Да буквально, дословно, галгай означает горожане. Да буквально, дословно, галгай означает горожане. Да буквально, дословно, галгай означает горожане. Литературное слово горожане. Русский язык есть такой. А просторечие означает городские. Это откуда? Городские. Нету в русском языке, ни в каком языке люди, живущие в высоких домах, люди, живущие в низких домах, люди, живущие в средних домах. Но нету такого определения. Это какая-то глухая деревенщина. Горожане. Если вы литературным языком не владеете, ну скажите простым сельским языком, городские. Хотя бы так говорите, но не жители башен. Нельзя смешить людей. Мне в Европе, я это говорю, они смеются над этим.
Как вы сами понимаете, на такую помощь, на такую оплату, назовите как это вам угодно, вести какие-либо передачи совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Опять повторяю, это коммерческая передача, коммерческая. У меня все коммерческое. Я за свой труд, за свой труд и за эту оплату выполняю работу. Понимаете? На улице сегодня рыночная экономика. Если бы я был на государственной работе, потому что ваша власть не сумела, чтобы я работал за 4400 рублей. Это фактически им была халява. Но ваша власть это не поняла. Не поняла, раз за 4400 рублей в месяц я работал руководителем научного центра правительства, да, даже это не захотели. Ну не захотели, значит давайте будет платно, как это принято во всем мире. Хотите платно, не хотите, никаких проблем нету, никаких. Я все эти годы был на европейской и американской арене, и сейчас туда вернуться никакой проблемы нету для меня. Папа наш, он всегда на маму орет. Давай мясо, давай мясо. Вот эти 2 дня при помощи немецких айтишников, я сейчас их забросил на смартфон, вот они у меня здесь в смартфоне, вот, и они готовы к отправке для желающих. Отправки для желающих, это по закрытым каналам так называемым, потому что в официальном широкой доступности мне запрещено их публиковать, потому что у меня, я уже говорил, договоренность, контракт с американской стороной. Я не имею широким массам представлять их, потому что иначе они скажут, вы будете все оставайтесь, как говоря в ингушском языке, царя тища хугура. Царя тища, будьте, значит, довольствоваться тем, что вам даст Родина. Это контракт есть контракт. А мне сейчас на данный момент гораздо выгоднее работать с американской стороной, с научной стороной, потому что там совсем другой подход и другой масштаб. Вот сегодня напилил дрова и сразу сел, чтобы провести передачу. Сейчас мне после передачи опять нужно идти работать.